Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет встречи с вами? Кто это человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Сильный человек, мощный, сильный, крепкое здоровье и, возможно, рост такой, да, высокий рост, либо сам по себе по фигуре такой коренастый прям, да, сильные руки, сильные ноги, может физически работает, либо серьезно спортом занимается, там пауэрлифтинг, качалка, что он там себя раскачал, может быть. Этот человек хочет встречи, так сильно хочет, аж сердце заходится. Вы этому человеку снитесь очень часто видит вас во сне. Как будто бы, знаете, гоняется за вами, вы его, извините, вот птичка, да, он вас как птичку хочет в руки взять. Курочка, да, почему-то мне идет. Может, он вас так называет, может, для себя так называет, но вот не в обиду вам сказано, но вот вы его женщина. Вот он говорит, это моя судьба, крест тут нарисован. Моя судьба, я должен с ней встретиться, я должен с ней увидеться. То, что вы ему снитесь, он считывает как волю небес, считывает как знак судьбы. Может, он какие-то обряды проводил, может, загадывал, да. И вот вы ему начали сниться. Я вижу, что у вас с этим человеком было, вот как общее прошлое. Общее. Может быть, вы были вместе, может, были в одной компании, может, вообще были мужем и женой. Сейчас между вами дистанция, расстояние, и вот какая-то еще мне тишина идет. Глухая, болезненная тишина. Возможно, у кого-то еще отыграется, что да, это ваш, например, парень, либо муж, но который сейчас работает, либо проживает в каком-то другом городе, либо даже в другой стране. Проблемы со связью могут быть, либо, и говорить особо не о чем, да, потому что каждый уже живет своей жизнью. Может быть, человек, с кем вы перестали общаться в один момент, время прошло, может быть, как-то потеряли друг друга, да, что вы его там заблокировали, либо у вас нет соцсетей, вы их не ведете, давно уже забросили. Вот он как опомнился, мне идет. Опомнился, хотел бы вас увидеть, встретить. Мне еще идет, что этот мужчина очень активно пытался построить свою личную жизнь. Здесь какие-то беспорядочные связи, но это не интимные связи, а вот знаете, как знакомился, со всеми подряд знакомился, пытался там, как-то найти свою даму сердца, а вот все женщины, с кем он знакомился, все ему какие-то были пустые, пресные, неинтересный, и он такой, гадость какая, фу-фу, не хочу. Как разочарован он в женщинах, а вот вы ему начали сниться, и он такой, точно, да, это она, вот к ней тянула, к ней там искры были. Ну, а если вы его женщина, то его, скорее всего, окружают другие женщины, которые на него там посматривают, себя предлагают, и он такой, нет, вы для меня пустые женщины, вы для меня просто люди. То есть он не идет с ними на связь, потому что даже не привлекает, не интересует, не тянет. Вот больше думает о вас. Не знаю, почему-то мне идет, что он где-то вот находится в каких-то условиях, где не так-то сладко, да, либо оттуда не так-то просто выбраться, как какие-то блоки, ограничения ему на дорогах стоят. Но он очень хочет, он сейчас очень активно работает над этим вопросом, как ему выехать, уехать, до вас доехать, да, вот как ему там, может, увольнительное какое-то получить, либо что отпуск взять, например, да, вот что нужно сделать. Почему-то дорога у него очень тяжелая выглядит, там столько много камней, и которые на дороге, и какие-то подводные еще камни. Там прям какой-то тяжелый случай с тем, чтобы ему выехать, доехать до вас.
Ну, непросто, все очень-очень непросто. Кстати, девушки, если вы недавно с кем-то расстались, да, возможно, действительно это ваш бывший, который узнал, что вы расстались, и он такой: путь открыт, да, значит, она сейчас свободна, я могу к ней зайти в жизнь. Мужчина поменялся очень сильно за это время. Мужчина повзрослел, возмужал. И вот в голове у него тоже там какой-то порядок. Ну, не все, конечно, в порядке, но хоть какой-то минимальный порядок образовался. Да? Какая-то правильная модель отношений образовалась. Образовались правильные желания. Там, любить женщину, защищать, оберегать, быть нежным, быть заботливым. Не только своими интересами жить, но и как бы уважать женщину в ее интересах. То есть, в принципе, вам понравится. Вам понравится. Он мечтает посадить с вами дерево. Вот оно, видите, дерево. Дерево – это семья все-таки. Семья, пара, брак, отношения. Хочется, вот видите, ну вот оно дерево, не знаю, видно вам или нет, но мне видно. Вот дерево, его ствол, вот крона дерева. А на дереве стоит справа мужчина. И слева женщина, но в красивом таком платье, в платье невесты. Вот ему этого хочется. Не знаю, замуж вас позвать хочет, либо восстановить ваши брачные отношения, если они были. Вот прям хочется на дереве с вами сидеть, да, и чтобы это дерево и росло, и цвело, и плоды давало. У кого-то прям действительно мужчина хочет вернуться к вам, к детям, либо мужчина хотел бы с вами создать семью, родить детей, например, да, вот хочется, очень хочется, об этом мечтает. То есть это не какой-то праздный интерес, это не какое-то плотское желание, ему хочется именно вот семьи, очага, уюта, любимую женщину рядом, ну и себя попробовать в новой роли, либо восстановить свою роль. Ну, что есть, то есть. Если вы девушка, женщина, и вы сейчас там уехали в другой город, вы, допустим, уехали к родителям отдохнуть, либо там в командировку поехали, и у вас есть муж, либо парень, с которым вы, ну, прям уже серьезно в отношениях, то, скорее всего, и он просто вот там не считает, да, когда же она приедет, почему я такой глупый с ней не поехал, либо за ней не поехал, надо было брать отгул и ехать вместе с ней, да, у кого-то еще такое отыграется. Но у него к вам, да, действительно любовь очень крепкая, настоящая, чистая, я бы даже сказала. Ну вот нет каких-то грязных таких двусмысленных помыслов, да, вот у него как бы в этом плане все хорошо. Также, мои хорошие, я вижу, что этот человек хотел бы вам что-то отдать, либо подарить, да, возможно, он подарок для вас купил, а возможно, у него есть какие-то ваши вещи, а может быть, он, ну не знаю, там, знает, что вам что-то нужно, либо вы что-то хотели, и он это приобрел, и он такой: я типа отдам, да. Ну вот мне идет, что что-то хочет отдать. И еще у него есть ваша фотография, вот 100%. Либо где-то вот в смартфоне у него есть ваше фото, может быть, даже ваше общее, либо у него есть распечатанная фотография, ну, либо там скачал где-то вашу фотографию. Он очень часто с вами разговаривает, вот с этой фотографией, как с вами разговаривает. То есть он за себя говорит и за вас отвечает. Ну, молодец, конечно. Тренируется, скорее всего, что-то вам такое сказать, чего не мог сказать раньше. Эти женщины меня смущают. Я не знаю, они там с мостами со своими бегают. Каждая хочет мост к нему свой пристроить. А он прям такой: нет и все, не хочу. Прям не тянет его на других женщин. Если вы вот действительно уехали, вы переживаете, там, что муж загулял, это не так. Он ни с кем не гуляет, ему это прям вообще никак не ложится на жизнь. Прям, знаете, отвернула от других женщин. Если вы, кстати, ставили защиту от измен, то ваша защита, она классная, она точно сработала. И, возможно, если у вас есть желание, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Может быть, другим девушкам это тоже будет полезно. Но вот если защита, то очень классная, 100% действенная. Мне еще вот очень нравится, что этот мужчина, он готов на какие-то жертвы ради вас пойти. То есть он не только вот он я, да, красивый весь такой, бери меня, но он готов на какие-то жертвы пойти, на какие-то уступки. Да? Может, вы и поссорились, потому что он был неуступчивым, а теперь он такой: ну я на все готов, да, я на все пойду, вот лишь бы она со мной была. Вот она, идеальная картинка: дерево, мужчина и женщина. Еще и смотрите, как прорисовал.
что он справа, а вы слева. Ну, правая позиция, она ведущая. То есть он говорит, я буду брать все на себя, я буду за все отвечать, я как бы буду и защищать, и помогать, и добывать, и оберегать, да, вот как правильно мужчина мыслит. А вы красивая, да, он сильный и все на себя взял, на свою спину взвалил, а вы просто красивая рядом с ним, радуетесь и наслаждаетесь жизнью. Очень хорошая идея, очень хорошие помыслы. Какая будет реализация, я уж не знаю, но главное, что посыл вот этот очень положительный. Если вы с этим мужчиной общаетесь, ну, допустим, вы можете даже действительно в разных странах, в разных городах, и вы, например, с ним общаетесь, то он вам и половины не может написать от того, что он думает и чувствует. Он прям уверен, что такие вещи нужно лично обсуждать. Вот еще мне вот почему-то всплыла информация о том, что вы, возможно, даже общаетесь с каким-то иностранцем, мужчина-иностранец, например, и вы общаетесь там в интернете, там, не знаю, познакомились на сайте знакомств, и он не может через написанное выразить свои чувства, потому что надо лично говорить. И если он вам обещает, что он приедет, он точно приедет. Если вы нервничаете, почему он не едет и почему вот как так, что тут такого, взял и приехал, то у него там очень сложная ситуация, очень много проблем, чтобы ему поехать. Там камни и на дороге, и какие-то подводные мне еще камни, глубокие, такие серьезные, острые показывают. То есть, может быть, он не говорит вам, потому что не хочет, чтобы вы расстраивались, чтобы вы переживали. Но опять же, он мужчина, он должен решать свои вопросы, свои проблемы. Он не должен женщину отягощать этим. Но он обязательно приедет, и он пойдет на все, он будет землю есть, лишь бы к вам приехать, лишь бы за вами приехать. Да, серьезно настроен мужчина. Чувство его ведет любовь. Не знаю, как у вас к нему тут вообще не показано, но его ведет любовь к вам. И я так понимаю, что любовь не знает преград, какими бы преграды ни были, он все равно до вас доедет, он все равно к вам приедет. Вот хочется ему вас обнять, посмотреть в ваши глаза, себя проявить очень ярко в вашу сторону. Вот он, знаете, как думает, даже если она там меня не любит, либо разлюбила, я сделаю все, чтобы добиться ее расположения. Ну, правильные помыслы и правильный мужчина. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.